Испытано на себе. Первые изображения боев на кулаках были запечатлены еще 3000 лет до нашей эры. На египетском рельефе, датированном 2000 годом до нашей эры, были изображены не только два человека, ведущие кулачный бой, но и зрители. По-настоящему бокс как единоборство стало в 688 году, также до нашей эры, и тогда оно было включено в программу античных Олимпийских игр. В наше время бокс как вид спорта успешно существует и процветает, а интерес к нему существенно растет. Дорогие друзья, тема нашего сегодняшнего выпуска – бокс как самооборона. Испытано на себе. Дорогие друзья, мы находимся в школе бокса СК «Север», и я хочу познакомить вас с ее основателем. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. За вашими плечами очень много профессиональных побед, и я думаю, желающих заниматься именно у вас великое множество. Скажите, а часто ли к вам приходят запросы научиться самообороне? Да, приходят часто, каждый день приходят люди. Каждый день. Ой, это очень здорово. Я тоже пришла с таким же запросом. Думаю, нашим зрителям тоже интересна эта тема. Поэтому я предлагаю начать тренировку. Хорошо, давайте пройдем, возьмем скакалочку. Ой, а у вас здесь столько всего интересного, необычного. Может быть, проведете нам рум-тур? Ну, у нас здесь в основном все заточено под тренировки по боксу. Водяная, наливная груша. Там действительно прям вода внутри, Там вода, да? вода. Это как утяжелитель. Да. Очень здорово. А для чего шины? Тут мы выполняем очень много упражнений на ноги, разножка, прыжки на колесо, прыжки через колесо, поднимаем его, работу на руки делаем. Надо же, я вот как обыватель подумала, что это просто какой-то декоративный элемент, служит таким арт. Это очень полезная штука в спортзале. Она очень, да, вот прям Да, продуктивная для тренировок. много упражнений на ноги делаем, на выносливость и так далее. Интересно, а это тоже вот... Это тоже груша боксерская, тоже на ней оттачиваем боксерские навыки, учимся правильно наносить удар, стойка, защитные действия отрабатываем. Ну и плюс, наверное, они как-то по весу разные, да? Да, они все разные по весу, это вешает где-то 60 килограмм. Здесь груша, боксерский мешок, он вешает 100 килограмм, к примеру. Подушка боксерская, ну, она уже не по весу как бы идет, считается, а чисто отработка ударов, то, что она не шатается, не гуляет, на ней можно просто стоять в стойку смело и отрабатывать удары, комбинации. Также много очень, вот я смотрю, все различных скакалок. Скакалки, да, тоже идут под рост, у них у всех разная длина, поэтому их много, они отличаются по цвету, по длине. Разная длина, да. под разный рост, да, естественно. То есть для деток, для взрослых, да, наверное? Сила-мер у нас есть. Можно измерять силу удара в килограммах, профессиональный. Как интересно, это что-то, вот вы сказали, профессиональное, да? Да, прямо профессионально. Наверное, не в каждом зале такое есть. Ну, может быть, есть где-то, но я не видел. Прям такая внушительная машина. Да. Что еще необычного? Это у нас это называется вертушка. Отрабатываем на ней защитные действия. В основном удары, боковые удары. То есть это как ответчик, да? Да, ответчик. Вместо оппонента. Если мешок может не ответить, а тут может прилететь в голову, уже неприятно. Да, приходится вовремя ставить руки, защищаться, рефлекс вырабатываем защитный. То есть просто так к ней не подойдешь, наверное, Да, сначала конечно, нужно какой-то конечно. навык иметь. Так, а еще у вас гири, да? Очень Да, у нас разные. гири, мы с ними отрабатываем тоже так же удары, защитные действия. Бьем с ними, потом без них, они тоже где-то разного веса. Вот эти зеленые вешают 3 килограмма, железные 4 килограмма. Маленькие гантели есть для детей, что для них будет
тяжеловато для А детей. дети с какого возраста приходят? Приходят 7 лет. 7 лет. Вы только посмотрите, какая малышка. Как раз для маленьких детишек, да? А для чего нужны? Вот этой кувалдой мы бьем по колесу, отрабатываем силу удара. Как раз вот по этому колесу, да? Поэтому, либо по тому, который чуть поменьше. Тоже вес разный. И перчатки. Боксерские перчатки тоже. Я думаю, это, наверное, самый важный, самый основной, да, атрибут Да, для конечно, боксера. для боксера зала бокса без этого А мне никуда. всегда было интересно, из чего шьют. То есть они же достаточно такие, знаете, увесистые. То есть прям... ну, Тоже у них везде разный материал. Они делаются из кожи, зам. А внутри какой-то поролон, да? Да, внутри поролон. А что для профессионалов удобнее? Кожа или... Ну, зам? конечно, кожа. Лучше кожа. Кожа, Натуральная, да, и она дольше будет служить. Да и эстетичнее, наверное. Да, как-то конечно. смотрится. Да. Так, а на нашу тренировку вы мне сегодня выдадите? перчатки? Сегодня вы будете работать вот в этих перчатках. 10 размер, 10 унций. 10 размер. То Да. есть они как-то градируются по размерам. По размерам, по весу Еще вообще. и по весу. Да. Да, то есть Ну, новички? вам, нет, не то чтобы новички, вес самого спортсмена. А, даже Да, так. если спортсмен вешает больше 80 килограмм, то ему лучше одевать больше перчатки, например, 16 размер, чтобы они были побольше. Ну и вообще всем на тренировках советую одевать большие перчатки. А правда, ну вот мне как обывателю так кажется, что чем тяжелее перчатка, Да. тем сильнее удар. Да, ну конечно. Да? Ну как бы если сам спортсмен весит 100 килограмм, у него еще очень тяжелая перчатка. Нет, просто большая перчатка, большой объем, Мгм. больше поролона будет, понимаете? И если он оденет маленькие перчатки, то кулак будет намного сильнее чувствоваться. Кулак. Меньше поролона будет Мгм. обкружать кулак То сам. есть наоборот, это как бы Да. больше безопасно. Чем больше перчатки, тем лучше, да, особенно для тренировок Мгм. одевать. Понятно, хорошо. Так, это мы сейчас отложим пока, Ложим в да? сторону, Потом возьмем скакалочку и начнем прыгать, вернемся за перчаткой. разогреваться. Так, скакалочку возьмете вот такую. Встаньте На нее? на середину, да. Так. Скалочка тоже по размеру, вот должен быть под плечи. Мгм. Ваш размер, значит. Так, дорогие зрители, если вы выбираете для себя скакалку, то вот нам Михаил объяснил, как правильно это делать. То есть встаете на середину скакалки, прикладываете ручки к себе, и ручки должны быть Под- До плеч. до плеч, да? Вот может Да. быть чуть ниже. Вот это Да, можно чуть ниже. или чуть ниже. Да, чуть-чуть. Ну, это Буквально. скакалка идеально, да, мне Да. пошла? В самый раз. Можете начинать. Так. Сколько раз? Прыгаем по времени 10 минут. 10 минут. 10 минут. Хорошо, поехали. Осталось 30 секунд. Можно прибавить темп в завершении. Все, хватит. Скакалка на сегодня хватит. Отлично. Да, там место, да? Да, на место туда же вешаем. Не знаю, правильно. Ага, положите, потом сделаю. Давайте разомнем маленько руки, шею, кисти. Делаем разминку, локтевые суставы на себя. Ноги высоко не поднимаем. От себя. Так, прям посильнее. Давайте сделаем одна рука вверх, рука вниз. Ноги вместе. Ага. Локти перед грудью. Такая боксерская разминка. Эти упражнения делают перед боем, перед тренировкой. Махи руками назад.
Руки прямые. Вперед. Вперед, дыши, дыхание не задерживай. По перемену назад. Что, все, устала? По перемену назад. Да. Вперед. Также вперед. Давай вперед. Давай теперь одна вперед, другая назад. Левая вперед, правая назад. Да. Так. Круговое движение. Я всё равно неправильно делаю. Неправильно, да. Заводим колено за локоть. Позвоночник разминаем. Что, вот так? Да. Посильнее. Прям в бок. Залог. Да, пойдет. Достаем пяточки. Делаем шаг и прогиб. Одна рука, нога вперед, другая назад. Вот так. Другой рукой наоборот. Надо было. То есть Нет, так? другой. Вот так? Да, вот так. Теперь другую ногу вперед. Да. Достаем полы. Ага, зафиксировали на максимум. Все. Все, хватит. Достаем пяточки. Двумя руками. Сейчас. Ты Смотри. через мостик? Нет, смотри, ты должна отрывать пятки от пола. Как и прогнуться. Мне кажется, это не нужно быть профессионалом, чтобы так сделать. Очень много времени мы уделяем растяжке после тренировки. То есть действительно вот это движение делают новички, которые только приходят в первый раз? Нет, ну кто может, кто нет. То есть это Ну всё-таки потом нормально. со временем, да, уже начинает получаться. Испытано на себе. Сейчас я буду вас учить правильно наносить прямые, боковые и удары снизу. Перед зеркалом с гантелями. Возьмите синие гантели. Вот маленькие сверху лежат. Справа. Встаем перед зеркалом. Вы должны видеть свое отражение. Боевая стойка. Левая нога впереди. Если вы правша, смотрите, от вот этого пальца до этого пальца должна быть прямая линия. Вот прямая линия. Это ваша боевая стойка. Правая ручка закрывает, защищает подбородок. Левая ручка чуть впереди. Смотрите, одиночный прямой удар. Прямой удар наносится. Отрываем пятку. Заворачиваем носок чуть вовнутрь. Возвращаем. Теперь правой рукой. Заворачиваем ногу. Бьем в отражение себе в подбородок. Возвращаем обратно. Раз, два. Ноги чуть поуже, маленько разъехались. Раз. Это у нас одиночные прямые удары. Переносим вес тела с ноги на ногу при нанесении одиночного удара. Теперь быстро. Раз. Ногу мы заворачиваем обязательно. Переносим вес тела. Раз. Раз. Ноги поуже. Раз. Еще быстрее. Раз. Раз. Сильнее правую, когда бьешь, заворачивай спину. Еще. Вот, да. Молодец. Еще. Раз. Два. Это у нас были одиночные прямые удары. Ноги поуже. Сейчас мы будем учиться бить боковые удары. Удар сбоку. Одиночный. Удар сбоку наносится сбоку. Также заворачиваем ноги, переносим вес тела. Локоть чуть повыше. Вот, не прям так, чуть-чуть повыше кулачка. Сжимаем кулак. Исходное положение. Теперь с правой руки. Нет, у тебя рука сильно прямая, маленько согни. Вот, да.
С левой руки. С правой. С левой. Замах, делай небольшой замах. Да, вот замах сбоку должен быть. Это боковой удар. Бьем. Ноги поуже. Давай. Замах. Вот. Нет, ты сильно локоть вверх тоже не поднимай. Ну, По я его итогу, как-то по итогу, распределяю. давай еще вот бей мне в ладошку. Раз. Ой, Только не сильно бей. простите. Давай дальше. Замах побольше. Да, ногу. Вот так, запомни. Ага. Поуже ноги. Давай дальше. Раз. Вот, тоже четко ударила. Раз. Замах. Да. Есть. Ага. Есть. Это у нас одиночные боковые удары. Теперь мы учимся бить одиночные удары снизу. Снизу в корпус, либо снизу в голову. У меня тут вопрос такой возник, можно я немножко? Да, да. А скажите, а приходилось ли вам когда-нибудь использовать свои навыки профессиональные именно, вот, ну, скажем, вне тренировок, именно вот на улице? Нет, всегда я старался избежать этого конфликта. Либо словесно. Нас учили в спортзале эти навыки за пределами не применять. Ни в коем случае. Я Всё-таки также учу своих учеников этому. Существует какая-то внутренняя этика, да? Да, конечно. Без этого Но у вас же помимо, должна быть дисциплина. кроме взрослых, да, которые, ну, как бы все понимают, осознанно выходят с тренировки и, ну, как бы не совершают, да, того, чего не нужно. А как быть, если, допустим, дети вот Дети- получают навыки и где-то показывают? Нет, за я пределами? постоянно с ними провожу беседы по этому поводу. Учу их. Это помогает. Да, конечно, это помогает. Постоянно нужно напоминать Здорово. про это. Это очень хорошо, что, да, существует конечно. такая вот политика внутренняя. Одиночные удары снизу. Боевая стойка. У тебя линия пропала. Вот. Да, пойдет. Удары снизу. А стою я также полубоком? Нет, или смотри, прямо уже? маленько фронтальный должен стоять. Ноги чуть пошире. Мгм. Это твоя боевая стойка. Правая рука защищает подбородок. Локоть маленько прижатый. Нет, с этой стороны. Тут. Удар снизу. В конце мы акцентируем удар. В конце мы вкладываем силу. Силу вкладываем в кулак. Мгм. Не во всю руку. Сила в конце, в кулаке. Раз. Да, ногу также. Вес тела переносим на правую ногу, когда бьем с левой. Бьем с правой, вес тела переносим на левую ногу. Исходное положение. Раз. Бьем себя в подбородок в отражение. Раз. Голова чуть опущенная. Прячем подбородок. Раз. Ногу сильнее заверни. Раз. Раз. Давай. Раз. Раз. Получается? Неплохо? Да. Да, неплохо. Раз. Раз. Давайте по ладошке бей. Раз. Чуть подальше бей. Ага. Подожди. Я когда открою, тогда бей. Мгм. Это сигнал бить. Раз. Прямо вот так руку сильно не заводи, тогда его будет видно, этот удар. Мгм. Да. Ногу заверни. Раз. 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 Теперь все удары. Смотри. Показываю прямо, бьешь прямой слева. Пока показываю сбоку, бьешь боковой. Показываю снизу, бьешь снизу. Хорошо? Без гантель. Положи гантели здесь, в сторонке. Снизу. Ноги. Молодец, отлично получается. Угу. Стоим, качаемся. А теперь два удара. Снизу, сбоку. Правый снизу, левый сбоку. Давай. Правый снизу. Левый сбоку. Раз, два. Это двоечка уже пошла. Раз, два. Отлично. Качаемся. Раз, два. Раз, два. Нет. Ой. Давай, стойка. Что-то пошло Стойка. не так. Стойка. Снизу боковой. Снизу боковой. Да. Снизу боковой, два удара. Нет, это боковой. Снизу. Да. Теперь три. Снизу, боковой, боковой. Снизу боковой. Ага, поняла. Давай. Раз, два, три.
Вот ты уже умеешь бить трехударной комбинации. Раз, два, три. Да. Теперь быстрее. Раз, два, три. Качаемся. Раз, два, три. И нырок добавишь. Да. Давай. Раз, два, три. И нырок. Ушла от бокового удара. Руки повыше. Раз, два, три. Раз, два, три. И нырок. Раз, два, три. Раз, два, три. И нырок. Снизу вот так. Давай. Раз, два, три. И нырок. Еще нырок. Давай. Стойка. Раз, два, три. Нырок. Нырок. Раз, два, три. Нырок. Нырок. А девушки часто приходят на тренировки? Часто. Девушек много. А вообще, кстати, да, вот мне кажется, тенденция популярности среди девушек именно вот по боксу, она вот возросла. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, в первую очередь, наверное, это для коррекции фигуры, сбрасывания веса лишнего. У нас на тренировке сгорает по 1000 до 1500 калорий за все время тренировки. То есть Работают, разминками, да? работает очень много групп мышц. И интенсивность большая, хорошая. То есть помимо основного запроса научиться, да, там вот именно боксу, Да, самообороне. еще девушка обучается самообороне. Мы учим, как правильно наносить удар. Общая физическая подготовка. И плюс вес. Лишний вес. Потеря лишнего веса. То есть это очень эффективно для фигуры. Конечно, очень Да? эффективно. Да, очень много девушек поэтому выбирают бокс. Очень здорово. А в целом, если вот брать общая, как бы, ну вот польза для организма, конкретно вот от бокса? Ну, например, вообще для сердца очень, очень полезно. Сердечная мышца тренируется. Сосуды, да, Сосуды, укрепляются. конечно. Все работает вообще на полную катушку. Это прям такой очень экспрессивный, да, вид спорта, и задействованы все мышцы. Все мышцы. Плюс кардио нагрузка, да? Да, кардио нагрузка. Вы учитесь самообороне. Что У вас- немаловажно, и да. для девушек тоже, да? Для девушек тоже, Очень. конечно. Испытано на себе. Дорогие друзья, разминка позади. Мне уже Михаил доверил боксерские перчатки. И сейчас, скажем так, самая начинка занятия. Бокс в боксерских перчатках. Работаем на лапах, наносим двухударную комбинацию, 2 прямых. Ноги, как мы шагаем, мы атакуем. Атака значит шагами вперед. Одновременно шагаем и выбрасываем ручкой. Смотри, вот на ноги. Шаг под шаг. Левая первая шагает. Давай. Шаг, Раз. шаг. Нет, правая нога ставь впереди, смотри. Раз, два. Видишь, она сзади осталась. Раз, два. Да, посильнее сделай под шаг. Прям топни. Раз, два. Да, и ногу заверни правую. Раз, два. Да, вот это вот двухударная комбинация. Ручки здесь Вы держишь. сказали на лапах. Лапы это на вас. Да, лапы. Это называется лапы, это да, перчатки? будешь бить по лапам. Поняла. Стоечка. Ага, раз, два. Нет, Ой. левая сюда, левая Левая сюда. сюда, правая Да, сюда. Ага. да. Давай. Раз, два. Есть. Под шаг посильнее сделай. Раз, два. Да, вот сейчас получилось. Раз, два. Да, бей от подбородка, вот так не замахивайся. Ага. Всё, нет, ты не должна ко мне спиной поворачиваться. Все Да, поняла. двигайся. Дистанция. Дистанция. Раз, два. Ага. Раз, два. Левой, правой. Левой, правой. Левой, правой. Да, давай. Раз, два. Лишние шаги делаешь. Просто шаг под шаг, и все, ничего лишнего. Раз, два. Есть. Правой подлиннее бей. Давай. Раз, два. Нет, прыжок Опять? сделала. Прыжок Да. сделала. Давай. Раз, два. Нет, опять прыжок. Просто 2 шага. Просто шагай. При этом правая нога сзади всегда. Давай. Раз, два. Есть. Правой подлиннее бей. Отходи, отходи. Стойка. Раз, два. Есть. Быстрее. Быстрее шагай, тогда руки быстрее полетят у тебя. Ага, прыжок сделала. Стойка. Давай, раз, два. Есть. Еще раз, два. Защитные действия, нырочки. Ага.
Прямо под руку делай. Прямо под руку. Раз, раз. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Остановились. Ручки прямо под руку, под руку, под руку. Вот. Угу. Стойка. Вот сейчас есть. Давай. Наносим снизу боковой. Правая снизу, левая сбоку. Двухударная комбинация. Замах слева делай. Да, вот. Почувствовал разницу, да? Амплитуда больше? Да, да. Всё? Да, бей. Угу. Сильно подсела, маленько выпрямись. Да, раз, два. Еще быстрее. Есть, двигаемся, двигаемся, двигаемся. Стойка. Раз, два. И нырок добавь, прям под руку. Да. Раз, два. И нырочек. Раз, два. И нырок. Подвыпрямись маленько. Раз, два. Нырок. Теперь справа боковой еще добавь. Трехударная комбинация. Раз, два, три. Нет, нет. Ты можешь делать, когда я буду бить. Я быстро не буду бить. Давай. Раз, два, три. Еще быстрее. Раз, два, три. Вот. Вот так должна бить. Раз, два, три. Нырок. Теперь будешь нырок делать сюда. Раз, два, три. Выдыхай. Ты должна правильно дышать, чтобы у тебя дыхание не сбивалось. Выдох когда? Во время удара. 3 удара, значит 3 выдоха должна сделать. Вот интересно, кстати, перебью немножко. Мгм. Куда лучше не бить? А А, какие болевые точки, наоборот, существуют? вообще ниже пояса нельзя бить. Ну, это как бы правило. Да, правило. По затылку нельзя бить. Вообще болевые точки, печень. Удар по печени очень больнючий. И долго после него восстанавливайся. А есть какая-то дисквалификация за такой удар? Да, конечно, если вы ударите, например, ниже пояса, то вас могут попросить дисквалифицировать могут просто и все. По затылку, если вы постоянно туда бьете, вам делают замечание, вы на это не реагируете, тоже может произойти дисквалификация. Поэтому в такие места лучше не бить. А сколько вообще нужно занятий, чтобы получить какой-то, ну вот уже такой результат, чтобы Ну, сразу было видно, что этот человек занимается? Вообще всем по-разному. Кто-то может с одной тренировки очень много знаний получить и навыков. Кто как воспринимает. Кто-то, кому-то нужно будет 5 лет заниматься, чтобы достичь чего-то. чему Все-таки это научиться. зависит от исходных данных или Да. все равно упорство? Упорство это тоже очень работает. Все-таки совокупность, но у каждого Да, индивидуально. да, каждый индивидуально. Например, кто сколько в месяц тренировок проводит. Кто-то проводит 20 тренировок, а кто-то проводит 10 тренировок. Тоже зависит от То есть этого. 2 раза в неделю. А самое оптимальное для новичка, как думаете, сколько нужно? Самое оптимальное 3 раза в неделю. 3 раза в неделю, Да. тренировка по часу. По часу, да. Да, ну и плюс как бы у вас же очень такие обширные тренировки, то есть не только, да, ну, это групповые тренировки, начнем Групповые с этого. тренировки. И туда входит что? Вообще у нас есть работа в парах. Мы одеваем перчатки, спаррингуемся. Есть школа бокса. Например, мы берем гантельки, оттачиваем удары, учимся правильно наносить удары, шагать при этом правильно, переносить вес тела. Отдельно есть у нас тренировки ОФП, общая физическая подготовка спортсмена. Там мы работаем без перчаток, каждый занимает станции. Станция идет времени 3 минуты, как раунд в боксе. Занимаем станции плевмогруша на растяжках, на подвесе, занимаем вертушку. Один работает на мешке, другой работает с гантелями, наносит удары. Третий на канате работает. Четвертый просто отжимается. Пятый прыгает на скакалке. Это общая физическая подготовка То спортсмена. есть очень достаточно такой обширный у вас спектр тренировок. Да, мы все делаем. Мы не только учимся правильно наносить удар, мы развиваем общую физическую подготовку. Дети учатся правильно отжиматься, правильно приседать, прыгать на скакалке, подтягиваться на турнике. Мало сейчас кто из детей вообще умеет подтягиваться на турнике. И многие не умеют даже просто отжиматься. Вот мы здесь этому учимся.
Ой, это очень здорово. Прям прекрасно. Ну, продолжаем. Уклон, боковой, боковой. 2 удара. Раз, два. Успевай, успевай. Раз, два. Мгм, подальше бей маленько. Уклон. Раз, два. Вот сейчас хорошо ударила. Уклон. Раз, два. Нырок. Ага. 3. Боковой. Чисто на боковых. Поняла. Уклон. Раз, два. Нырок. 3. Нет, не достала. Бей прям в середину. Еще 4 добавишь справа, боковой тоже. Хорошо. Давай. Уклон. Раз, два. Нырок. Под руку, под руку. Ага. Раз, два. Ага. Все запомнила? Да. Давай. Уклон. Раз, два. Нырок. Раз, два. Нырок. Смотри, когда одна рука бьет, да, наносит удар, вторая рука должна здесь быть. Защищать. Страховать подбородок. Так, секундочку, пожалуйста. Ага, всегда после ударов мы руки возвращаем в исходное положение. Уклон. Боковой, боковой, нырок. Боковой, боковой, нырок. Ага. Так бьешь. Смотри, одна рука бьет, другая рука здесь находится. Вот так. Ручка повыше. Уклон. Раз, два, нырок. Раз, два. После нырка еще 2 боковых. Уклон. Раз, два, нырок. Раз, два. Да, теперь сильнее бей. Уклон. Раз, два, нырок. Раз, два. Опять открыла, Да. да? Еще раз. Уклон. Раз, два, нырок. Раз, два. Теперь быстро. Раз, два, раз, два. Давай. Раз. Быстрее. Раз. Забываешь правой. Запуталась. Ага. Давай двоечку опять. Шаг под шаг. Левой, правой. Левой сюда, правой сюда. Давай. Быстрее шагай. Раз, два. Нет, прыгаешь. Шагай. Да. Есть. Еще. Прыжок, прыжок, да. Угу. Раз, два, и все. Раз, да. Справа сильнее можно бить. Лево не шагнуло. Стойка, 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 стойка. Раз, два. Есть. Еще раз, два. Есть. Вот сейчас хорошо ударила. Запомни. Дальше. Раз, два. Без замаха. Без замаха. Чисто от подбородка. Дальше. Раз, два. Есть. Дальше. Раз, два. Вот. Хорошо ударила. Запомни. Дальше. Ага. Давай побьем на плевмогрушных перчатках. Смотри. Двоечку бей. Раз, два. Левой, правой. Двоечку прямую или боковую? Не, боковые, прямые чисто. Левый прямой, правый прямой. Давай. Ага, смотри. Она может ответить. Давай, раз, два. Тогда не сильно надо, да? Полусилу бей. Ручки до конца нужно выпрямить при этом. Тогда подальше, да, нужно? Подальше. Ага. Я в нее не попадаю. Ты должна 2 удара быстро пробить. Да. Ага. Дальше. Подлиннее бей, подлиннее. Ага. Смотри, 2 удара должно быть как один. Как один. То есть, чтобы он не успел отлететь от Да, первого. да. Угу. Угу. Справа длиннее бей. Дальше. Еще. Угу. Увереннее, увереннее. Раз, два, так. Я не могу верить, потому что Ага. он вот так. Давай. Спасибо. Ага. Еще быстрее. Давай. Не попадаю. Давай поработаем маленько на плевмогруши. Давайте. Нет, отпечаток сними. Снять. Да. Помогите, пожалуйста. Ручки делаем, кулачки держим здесь. Смотри, они рядом. Чуть ли не стукаешь друг от друга. Вот такое круговое движение. Попробуй.
Поближе подойди. Фронтально стань, фронтально. Фронтально, да. Давай. Нет, видишь, у тебя далеко кулаки друг от друга. Быстрее, сильнее бей. Быстрее, 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 быстрее. Не могу. Нет, сейчас можешь, давай, попробуй. Посильнее. Вот, что-то есть вдалеке. Дальше. Посильнее. Есть. Дальше. Давай, пробуй. Еще. Я почти не могу. Попробуй. Давай двоечки, смотри. Было. Было, сейчас было. Смотри, двоечку. Право-левой. Фронтально стоишь. Раз, два. Нет, смотри, дай я покажу как. Два удара тоже как один. Я? Давай. Побыстрее. Раз, два. Раз, два. Два удара как один. Вот. Так? Да, правильно. Только непрерывно. Да. Ну, пока так с паузы делай для начала. Пауза. Пауза. Теперь попробуй беспрерывно. Есть? Есть? Все, готово. Все, научилась. Молодец. Испытано на себе. Дорогие друзья, мы плавно переместились с места тренировки в место силы Михаила, потому что здесь собраны все возможные награды, достижения, и нам бы очень хотелось узнать поподробнее, какие здесь именно медали и какой медалью вы больше всего гордитесь. Ну, той медалью, которой я больше всего горжусь, ее сейчас, к сожалению, здесь нет, она дома находится. Это медаль третьих международных спортивных игр «Дети Азии». Там я стал чемпионом, занял первое место, был капитаном команды сборной, стал лучшим боксером этих соревнований. Вот тут фотографии. Мне подарил путевку Вячеслав Анатольевич Штыров в Грецию на Олимпийские игры. Здесь вот на этой фотографии. Вообще тут фотографии со сборной России. Вот тут сборная России в Кисловодске проходили сборы перед соревнованиями. Общее фотографирование. Сборная России был в 2005 году. Именно тогда вы стали мастером спорта по России? Да, завоевал второе место на Кубке России, выполнил норматив мастера спорта. Очень здорово. У вас прям вот очень, действительно, великое множество разных наград и медалей, все различных кубков. Вот красуется очень большой на самой верхней полке кубок золотого цвета. Расскажите о нем. Это чемпионат Дальнего Востока в городе, сейчас я вспомню, в Владивостоке, походу. Там проходил еще чемпионат Дальнего Востока. Завоевал там первое место в очередной раз. По Дальнему Востоку старался всегда побеждать. А подскажите, в каком возрасте вы взяли первую медаль? Победную? Первую медаль, наверное, всего 10 лет. Я начал выступать на соревнованиях и побеждал, постоянно Да. побеждал, вообще не проигрывал. То есть вы попробовали вкус победы, и Да, вас и было уже не вкусил. остановить. Да, и вообще первое, и даже о втором месте даже и не думал. О третьем так вообще тем более. Только первые места. Вот, когда ставишь себе цель, ничего не боишься, тогда и добиваешься. Да, конечно, Да? без цели тяжело. Цель должна быть и по-любому. Даже вы приходите на тренировки по боксу, либо вообще в спортзал, у вас должна быть какая-то цель. Цель похудеть, либо там накачать руки, либо ноги. Установка какая-то должна быть все равно. Только преследуя какую-то цель, можно достигнуть Да, действительно конечно. результата. Да, Да? без этого никак. Это во всем в жизни так же.
Михаил, мы хотим сказать вам огромное спасибо за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Хотим пожелать вам много, еще больше профессиональных побед, еще большего процветания в вашей школе, Спасибо. побольше благодарных учеников, и продолжайте радовать нас и привозить в Якутск еще больше медалей. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо большое. Испытано на себе. Для себя я отметила, что бокс очень положительно влияет на состояние нашего тела и на организм в целом. И, как известно, с появлением спорта в жизни человека появляется место для новых полезных привычек, а это в целом повышает качество жизни. Ну и, конечно же, тренировки по боксу очень сильно повышают уверенность в своей физической силе. Ну, а на этом, дорогие друзья, наш выпуск подошел к концу. Любите спорт, занимайтесь спортом. До новых познавательных встреч! Испытано на себе.